Новогодний сюрприз стал пятым сюрпризом для ингушских ребят. В концертный зал Дома культуры сельского поселения Нестеровское пригласили лучших учащихся школ республики. Победителей республиканских и всероссийских олимпиад, детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, ребят с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей. Праздничную елку для них подготовило Министерство культуры совместно с Министерством образования Ингушетии. В новогоднем мероприятии участие приняли 450 детей. Самые везучие, как сказал Юнусбек Евкуров. Наверное, мы все вместе будем звать Деда Мороза, а я сегодня хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Кто ко мне обращался, не ко мне, а кто к Деду Морозу обращался со своими пожеланиями подарков? Поднимите руки. А где та девочка, которая просила у Деда Мороза мешок шоколадных конфет? Здесь она. Вот она. Нет, там одна девочка была. Все опустите руки. Это вот ты, да? Как тебя зовут? Ну, наверное, сегодня все ваши пожелания сбудутся в своем большинстве. Но я вам скажу одну тайну. А вы хотите, чтобы в следующем году ваши пожелания сбылись? Вот тогда вы целый год должны себя вести очень хорошо. Вы должны хорошо, лучше учиться, слушаться старших, любить и уважать своих младших сестренок, братишек, ну и делать все доброе и хорошее. Тогда вам в следующем году Дед Мороз еще подарки привезет и все ваши пожелания выполнит. С праздником всех, с наступающим Новым годом! Республиканский театр юного зрителя подготовил для детей новое представление «Новогодний сюрприз» с известными персонажами ингушских сказок. Сценарий написал заслуженный артист России Вадим Домбровский. В течение 1,5 часа приглашенные смотрели историю о том, как положительные герои Снегурочка, Цаген, богиня плодородия Тушоли и многие другие персонажи ингушских сказок, преодолевая трудности и препятствия, искали заточенного в ледяную пещеру Деда Мороза. Не боитесь? Вот видишь, Вампл, даже дети тебя не боятся. Ну тогда пусть самый храбрый выйдет сюда и залетит на меня. Так, кто самый храбрый? А ну иди сюда! Нет, вот ты, иди сюда! Они все храбрые и не боятся его. Слушай меня внимательно. Подойди к нему. Зарычи да так, чтобы он испугался в конце концов. Ай, не бойся, мы с тобой. Так видите? Да я сильнее вас всех вместе взятых. По окончании сказочного представления все дети получили подарки от главы Ингушетии. В магазской резиденции Юнусбека Евкурова и главных героев Нового года Снегурочку и Деда Мороза тоже ждали дети. Появившись под аплодисменты маленьких жителей республики, глава региона сказал: «Сегодня вас ждут большие сюрпризы. Думаю, что подарки от Деда Мороза и волшебная сказка, которую мы посмотрим вместе, вам понравится». Конечно, сегодня, если мы хорошо попросим, нам придет Дед Мороз, придет Снегурочка, и они нам подарят какие-то подарочки. Но это надо очень серьезно и хорошо попросить. Иногда они капризничают, и если их плохо просят, они могут уйти к другим детям, которые лучше их попросят, чтобы они появились. Я думаю, что организаторы сделают все, чтобы они не ушли. Мы с Дедом Морозом вчера договорились, мы тоже очень серьезно их попросили, чтобы они, Дед Мороз и Снегурочка, чтобы пришли вас поздравить с Новым годом. Вы знаете, как они заняты, да? Дед Мороз, он же везде сейчас. У нас столько детишек, и все его просят приехать. Но мы особо попросили, почему? Потому что у нас здесь особые дети. Вот они именно, благодаря тому, что вы здесь сегодня есть, они пообещали сегодня прийти. Юнусбек Евкуров пожелал ребятам счастья, здоровья, осуществления всех желаний и выразил уверенность, что они будут всегда хорошо учиться и слушаться старших. Окунуться в атмосферу сказки ребятам предложили актеры ТЮЗа. Восходящие звезды ингушской эстрады Люба Мархиева и Лемон Альгиева подарили ребятам праздничную песню. Будет все как в сказке.
Пресс-служба главы Ингушетии специально для программы «Вести».